Данная история произошла в Тбилиси с видным представителем чеченского сепаратизма Ахиятом Идыговым. Правоохранительные органы Грузии его вначале задержали на целые сутки, а потом, извинившись, отпустили на все 4 стороны. Во времена Джохара Дудаева Ахият Идыгов возглавлял чеченский парламент. Масхадов же поручил ему представлять интересы Грозного за рубежом. Идыгову предстояло очернять позицию Кремля в глазах общественности Запада, дабы та со своей стороны оказывала бы давление на Москву. Ахияту Идыгову даже удалось принять участие в заседании парламента Совета Европы, а в перерыве между заседаниями в кулуарах набросился на лояльного к Москве Казбека Махашева. Пытался даже достать его ногой. Идыгову даже удалось попасть на коллоквиум в здании Национального собрания Франции, и там у огромного числа представителей пользовался большой популярностью. Однако в Тбилисском аэропорту неожиданно Ахията Идыгова задерживают. Грузинские пограничники его сняли с 936-го рейса до Москвы. Компьютер выдал справку, что житель Грозного, гражданин России Ахият Идыгов, 48-го года рождения, разыскивается по линии Интерпола российскими правоохранительными органами. Чеченского депутата грузинские пограничники сдали транспортной полиции МВД. Те, в свою очередь, Идыгова передали в антитеррористический центр МГБ Грузии. Однако начальник антитеррористического центра генерал Леван Кинчадзе сообщил нам, что Идыгова они отпустили. Мы проверили, находится ли Идыгов в розыске. У нас он в списках не значился, но все же связались с российскими коллегами. И из Москвы пришел факс от МВД и российского отделения Интерпола, что Идыгов более не разыскивается ими. Мы освободили Идыгова еще вчера. На Кинчадзе Идыгова грузинские пограничники задержали по ошибке, так как у них в компьютере имелся старый список разыскиваемых, присланный из Москвы. Ильзар Кересидзе, Иван Шламов, Тбилиси, специально для НТВ.